Это видео будет длиннее, но по важности важнее, чем предыдущее видео о пожарах. Я понимаю всю ответственность за это видео, поэтому вначале я выскажу свою позицию. Я думаю, что прямо сейчас власти, скорее всего, направили все возможные ресурсы на тушение и предупреждение пожаров. Может быть, но самое главное, я не хочу, чтобы ваша реакция на это видео была безумной или незаконной. Сохраняйте спокойствие. Жизнь продолжается, я надеюсь, что ситуация скоро стабилизируется. И в то же время я не хочу, чтобы ошибки правительства сошли им с рук, чтобы на затушенном пожаре они взяли лавры победителя. Почему вина за осложнение лесных пожаров лежит на власти? Во-первых, потому что это прописано в самом главном и основном законе нашей страны и нашей республики – в Конституции. В Конституции Якутии написано, читаем, статья 5, первый пункт: «Земля, недра и другие природные ресурсы охраняются как основа жизни народа». Статья 6, первый пункт: «Государство обеспечивает защиту экологических интересов общества». Читаем Конституцию России. Статья 9, первый пункт. Аналогично. Земля и другие природные ресурсы охраняются как основа жизни. Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Это что касается правовой части. И в принципе этого было бы достаточно, но продолжим. Во-вторых, только у власти есть финансы, самолеты, специалисты, МЧС, техника, система обнаружения очагов пожара и многое другое. Только у власти. Ни у меня, ни у вас, ни у кого нет таких огромных ресурсов контроля над огнем. Вот почему ругают и обвиняют власть. Потому что обязанность в сохранении природы и экологии всецело лежит на ответственности государства. Но власть ни разу не признала ни ошибки, ни вину, не извинилась, не компенсировала ущерб, ничего. Мы и так этой власти не доверяли и не доверяем до сих пор. За последние 2 года вы приняли повышение пенсионного возраста, приняли поправки к Конституции, упраздняли Конституционный суд Якутии, строите огромное никому не нужное здание в Якутске, так называемое Олонхаленд, за 18,5 миллиардов рублей. А на пожары на данный момент уделили всего 668 миллионов рублей. Когда как в апреле глава Якутии Айсен Сергеевич сказал, что на пожары уделено 800 миллионов рублей. Вот и за это тоже люди негодуют. За обман, за то, что вы не рассказываете людям правду. Например, в моем прошлом видео о пожарах я всего лишь рассказал о площади пожаров в прошлых годах и о том, что лесные пожары катастрофически растут из года в год. И народ всполошился. Я всего лишь привел данные, а народ воспалился. О чем это говорит? Что мы хотим услышать правду и держать на контроле все, что связано с пожарами. Вы сами нас держите в неведении и ничего не рассказываете. А в интернете нас пытались убедить в том, что так было всегда. Смотрите, что мы хотим знать от вас и чтобы вы отчитывались перед нами. Куда направлены эти деньги, какова площадь пожаров, количество, площадь, которую тушат, площадь уже выжженной земли и какая площадь вообще не тушится, какой экологический ущерб был нанесен в прошлом году, динамика пожаров за все года, причины пожаров, расследование причин и так далее. И это только навскидку то, что мы хотим знать. И такая информация нам нужна 24/7, чтобы мы каждый час знали, что происходит. Нам нужен отдельный сайт со всеми статистиками и данными. Из-за того, что вы ничего подробно не рассказываете и даже наоборот скрываете, преуменьшаете и искажаете информацию, люди злятся. Теперь о самоорганизации. На данный момент в Якутии 2 движения от населения. Это сбор денег для тушения пожаров, а второе – это набор добровольцев. Вообще, спасибо вам, те блогеры, которые самоорганизовались и собираете пожертвования. Но власти отказались от помощи Леонардо Ди Каприо. Говорят, что все под контролем. И самое главное,
Сам заместитель министра МЧС России сказал: увеличение группировки МЧС России в Якутии не требуется, сил и средств ведомства достаточно. Сам глава не объявил ни чрезвычайного положения, ни всеобщей мобилизации, ничего. Поэтому я не понял, почему вы, блогеры, стали собирать деньги с населения. Я знаю, вами движет благородная цель, но государство обязано компенсировать расходы, так сказал сам министр экологии. Как вы раздадите людям деньги обратно, например? Вы же не знаете, может, люди отдают вам последние деньги, поверив вам. Смотрите, вы собрали 1 000 000 рублей, а теперь смотрите, сколько выделено властям на тушение пожаров по информации на 8 июля. На данный момент может и больше. Они потратили к 8 июля 289 миллионов рублей. И Мишустин выделил еще 378 миллионов. Итого уже 667 миллионов рублей. Я покажу вам наглядно. Вот смотрите, вот этот кругляшок – это ваш миллион. Один круг – это 1 миллион. А теперь смотрите, сколько выделено Якутии для тушения пожаров. Вот столько. Колоссальная разница. Вы вносите вклад всего лишь в 0,14% от вложенных государством денег. Даже 0,5% нету. Кстати, давайте тоже на примерах кругляшков я покажу, сколько выделено на постройку Алан-Холленда. Помните, один круг – это 1 миллион рублей. Вот столько. 18,5 миллиардов рублей. Сколько стоит ваша квартира? 5 кругляшков, 10 кругляшков. А вот столько выделено на строительство Алан-Холленда. И Якутия залезла в долги, чтобы построить это. Обычный человек берет в долг по острой нужде, чтобы выжить. А у нас власть берет в долг, чтобы построить здание. Немного отвлеклись. Так вот, уважаемые власти, скажите блогерам, что дополнительно деньги собирать нет необходимости. Или все-таки нужно? Если нужно, то вы-то куда подевали деньги? И дайте людям знать, где добровольцы могут получить непосредственную финансовую помощь напрямую от государства. Придумайте этот момент. Почему людям пришлось сбрасываться деньгами вообще? Это же позор, уважаемые власти. Это ваш позор. Дальше добровольцы. Быть добровольцем – это благородно. Это почетно, как доноры крови. Спасибо ребятам, которые идут тушить пожары добровольно. Но согласитесь, доброволец от слова «добрая воля». Действие по зову сердца. Значит, как только вы начинаете это выпячивать, хвастаться или принижать тех, кто не идет добровольцем, вы автоматически из добровольца превращаетесь в мерзавца. Сотни блогеров и политиков стали использовать хайп добровольчества в качестве дешевой славы. А также, видимо, пошла инициатива принижать тех, кто ругает власть. Хотят принизить людей в том, что мы действуем реактивно на удушающий дым. Я хочу спросить таких блогеров, а разве нас кто-то просвещает? Разве мы получаем достоверную информацию? Нет. Власти молчат. Так какое вы имеете право хоть каким-то образом обвинить людей в неведении? Смотрите, что пишут. Есть разница, ребята, ты либо тушишь, либо в сети. Честно, за вас стыдно. Налетели на власти, сидя у клавиатуры. Дальше пишет Сюзанна Рожина, журналист, который получает грант от государства. Бесит эти диванные аналитики, которые сидят и ноют, еще пытаются митинг устроить. Че за бред? Берите лопаты и езжайте тушить и так далее. А в конце пишет, хочется взять за волосы и потащить их на пожары. Вот блогер Лина Малина пишет, вот они, настоящие герои и так далее. И в конце, также, господа, диванные борцы, замолчите в тряпочку, берите лопаты и в бой. И таких примеров масса. Они хотят пристыдить тех, кто обоснованно ругает власть. Заткнитесь и идите тушить пожары. Вот их позиция. Отдельно отличился заместитель министра по инновациям и цифровому развитию Георгий Андреев. Георгий, а также его непосредственный начальник Семенов, министр по инновациям, а также вся их команда отправились тушить пожары ровно на 1,5 дня. За эти 1,5 дня Георгий Петрович почувствовал себя невероятным героем и стал массово писать комментарии и делать сторизы. Напомню, что Георгий является одним из главных в цифровой репутации власти и такой главный тролль якутской власти. Перед тем, как рассказать о нем, я вот что скажу.
Участие аж целого министерства в тушении пожаров говорит о полном бессилии якутского государственного аппарата. Потому что министр по инновациям должен заниматься инновациями. Для тушения пожаров есть министр экологии и лесного хозяйства. То, что министр инноваций с помощниками бегает по лесу, говорит лишь о том, что Министерство по инновациям и цифровому развитию Якутии вовсе не нужно. Раз у министра есть время тратить силы и время на тушение, а аппарат не может грамотно распределить и делегировать полномочия, значит, это слабость правительства. Но Георгий Петрович только гордится тем, что он и еще 70 чиновников всех уровней бегают по лесу и тушат пожары. А также Георгий Петрович не преминул принизить недовольных властью. Можно девушкам пойти тушить пожары? Если девушки выйдут, то будет неудобно диванным войскам. В комментах истерия. Это реальная история? 500 добровольцев тушат пожары, 500 комментаторов жгут в сети и так далее. Также Георгий Петрович отписался и у меня под видео. Почему не сообщайте о глобальном потеплении, о пожарах в Канаде, что за 140 лет это рекордно горячее лето, насчет федерального запрета на сельхозпалы? Георгий Петрович, почему вы не сообщаете о засушливом лете и так далее? Это вы и ваши начальники скрываете, искажаете и преуменьшаете данные. Не я, а вы, Георгий Петрович. Я обычный парень, а вы заместитель министра. Чувствуете разницу? Насчет Канады, Калифорнии, Австралии, зачем вы их приводите в пример? То есть, если в Австралии сгорело 18 миллионов гектар, то и у нас можно. Если в Калифорнии были жертвы, то и у нас будут. Я зарубежный опыт в пример не приводил. А насчет федерального запрета на сельхозпалы, надо было защищать Конституционный суд Якутии, саму Конституцию Якутии, защищать суверенитет и в целом работать в этом направлении, в защите государственности Якутии и развития федерализма. А не строить из себя героя за 1,5 дня добровольного тушения пожара и жаловаться, что на вас давят федералы. Также отличился Петр Черкашин, кандидат в депутаты Государственной Думы. Делает рекламу на фоне пожаров в Якутии. Очень странный поступок, тоже пытается набрать грязные политические очки. По хэштегу «Спасем Якутию» вы встретите только его рекламные видео. И создастся ощущение, что только один единорос Петр Черкашин на всю Якутию тушит пожары. А по факту, как будто он чаще снимает видео, чем тушит пожары. Иван Луцкан, главный врач Якутской городской офтальмологической клинической больницы, тоже известный любитель покомментировать. Уважаемый Иван Петрович, вы лучше расскажите нам, каким образом дым воздействует на наши глаза. Какие будут последствия? Вот это вот будет реально интересно от вас услышать. Хочу сказать блогеру Розалии Бангкок за привлечение внимания о наших пожарах на международном уровне. Но, пожалуйста, не надо восхвалять конкретно Тумусова. Я поясню. Защищать Якутию на федеральном уровне – это его прямая обязанность, за которую он получает зарплату в 450 тысяч рублей в месяц. Мы его туда избрали депутатом, он там сидит и должен это делать. Это его работа. Пока что, до 19 сентября. А там посмотрим. В общем так, прям как на войне, хаос и неразбериха. Пожары – это наша общая большая проблема. Огромная катастрофа, которую как-то надо решать. Будут действительно и герои, и подлецы, и так далее. Но главное, помните, кто виноват в осложнении пожаров. Пусть они сейчас работают, но потом нам будут нужны расследования и официальный ответ от властей. Что это будет? Извинение, компенсация, сложение полномочий или что-то еще? Мы посмотрим. А вам, уважаемые власти, советую предоставить нам достоверную информацию. На этом все. Это было главное в этом видео. Уважаемые зрители, если вы хотите больше полезного контента, как этот, если вы солидарны со мной и готовы поддержать меня финансово, то в шапке профиля, а также в описании в YouTube есть ссылка для добровольных пожертвований. Заранее спасибо.